Отдыхаем в Коми продолжает колесить по нашей необъятной республике. Сегодня мы решили погостить в Сысольском районе. Нам рассказали, что там есть отличные места для отдыха, поэтому мы двинулись вперед к приключениям, а заодно присмотреть себе на праздники хороший, уютный гостевой дом. Первая наша точка в селе Визинга, база отдыха «Серебряные родники». Ах, как звучит! Представляется некое спокойствие, чистота и журчание воды. Ну, по крайней мере, у меня так. Название базы придумано не случайно. Здесь самые настоящие родниковые пруды с ключевой холодной водой. Богаты они не только родниками, но и огромным разнообразием рыбы, а в прилегающих лесах обитает множество диких зверей и птиц. Прямо около пруда стоит большой двухэтажный гостевой дом. Зайдя внутрь, я сразу же заметил, что все отделано деревом, поэтому пахнет здесь прекрасно. Это очень хорошо расслабляет. Большая каминная гостиная, кухня, спальни, санузел, в общем, все блага, которые так необходимы для комфортного отдыха. Для особо любознательных у владельца базы Александра Яковлевича есть даже собственный музей. Называется он «Охота и рыбалка». Коллекция экспонатов действительно удивляет. Все эти чучела животных Александр сделал сам. Более того, сам же на них и охотился. Сюда ночью, когда приходят посетители, они не пугаются? Ну как, да. Многие это... Вот щуки, например, какие трофейные. Вот 2 щуки в этом году поймали, где-то метр с лишним. Метр? Это прямо здесь, на озере? Да. Ничего себе. Это не озеро, это пруд искусственный. А, пруд искусственный. Все тут искусственно сделано. А как это, сами? Все сами, да. А как это сделать? Ну как, плотину. У меня уже 4 пруда. Вот я сделал 4 пруда для рыбы. Поймать трофейную щуку на Серебряных родниках приезжала и передача «Диалоги о рыбалке». Дядя Саша говорит, у него здесь щучка трофейная, 10 килограмм. Сказал, если я поймаю, то меня ждет приз. И им это, кстати, с большим трудом, но все-таки удалось. Не смогли главные герои передачи пройти мимо русской баньки, которая стоит прямо у пруда. Ух, и только. Эх, люблю рыбалку! Чтобы прорубь постоянно не рубить каждый раз, когда приезжают зимой. Вот. Я с пенопласта сделал трапецию и с подогревом электрической лампочки. Просторная банька с вениками у пруда, наверное, мечта каждого. Летом, кстати, прорубь заменяет холодные природные ключи, которые бьют прямо со дна. Как же хорошо иногда посидеть в беседке, подумать, покушать вкусного шашлычка, да и все это прямо у пруда. Кстати, довольно часто из леса выходят лоси, так что можно не только вкусно посидеть, но и полюбоваться нашим прекрасным животным миром. Александр Яковлевич разводит тут рыбу уже несколько десятков лет, так что для любителей посидеть в тишине с удочкой в руках – это самый настоящий рай. Ну какой же отдых без рыбалки? Здесь, на Серебряных родниках, можно выловить кого? Серебряных белых карасей. Кстати, как рассказал владелец базы, их длина достигает 44 сантиметра, так что ухи хватит всем. Кстати, всю пойманную рыбу вы можете забрать с собой, кроме форели. Ну или там же сварить вкусную уху. Стоит все это удовольствие вполне приемлемо. Сутки в Серебряных родниках 1500 рублей с одного человека. Дети до 7 лет бесплатно. В эту стоимость включено практически все. Дом, баня с вениками, закрытая беседка, игры, посещение комнаты музея, катание на ватрушках с горки и так далее. Еду можно заказать, так и приготовить самому. В общем, all-inclusive, все включено. Вот сижу я здесь под таким романтичным снегопадом и задумываюсь, а может остаться здесь, в Серебряных родниках, где-нибудь на недельку, а то и вторую. Но, как сказал мне мой оператор, передача сама себя не напишет, так что мы продолжаем свой маршрут.
Решили мы организовать себе охотничий маршрут аж за 30 километров вглубь леса. Охотник со стажем брыляков Николай Петрович рассказал, что такие маршруты не для всех, но для каждого. Проще говоря, путешествие можно подобрать. Либо просто отдохнуть в нетронутой тайге, либо поохотиться, порыбачить, покататься на буранах. И все это около озер и в охотничьем доме. Лес, уединение, природа. Это зимний вариант, но есть еще у меня летний вариант. Я на грантовские деньги приобрел катамаран, ну и спуск доступен по любой речке, имеется в виду. А, да, вот так. Угу. Что по малой Визинге, что по большой, что по Сысоле. Вот. То есть, предположим, этим летом мы и по большой плавали, и по Сысоле, по Седаи подошли. Ну а зимой лес особенно таинственен, поэтому такой поход запомнится мне надолго. Так что отдыхаем в Коми советует. А что вы слышали про царскую баньку? Я лично ничего. Поэтому моя следующая точка – база отдыха «Жемчужина Сысолы». Огромная территория прямо около реки. Здесь есть гостевой дом с кухней, спальнями, гостиной, крытая беседка, где можно приготовить либо шашлычка, либо какой-нибудь вкусненький суп. Той же самой ухи, река рядом, удочки в руки и вперед добывать пищу. Но главный козырь – банька по-царски. Еще Иван Грозный придумал, значит, не лежать на жестком палате, а постелить сено. Вот мы придумали то же самое и постелили сено в парилке. И людям приятно, и запах приятный, и лежать приятнее. Ну и баня сама тепленькая такая, с душой сделана, так что баня по-царски, это точно по-царски. После бани сразу же можно окунуться в прорубь. Хозяин базы Евгений Бугаев уже начал установку рождественской купели. Практически со всего села в Рождество в «Жемчужины Сысолы» приезжают люди, чтобы искупаться. Евгений всегда встречает всех с радушием. Для детей есть большая горка, можно покататься на тюбингах. Также зимой здесь заливается всеми любимый каток. Здесь отапливаем помещение, переодеваются на коньки и, соответственно, здесь Коньки свои надо? свои, ну и мы приветствуем, что приносят все-таки это травмоопасный вид спорта. Ага. Надо под себя подбирать. Кстати, молодоженам здесь тоже есть чем заняться. Совсем недавно тут появилась поляна невест. Над рекой у дерева зацепить свой клятвенный замок любви и верности – самая настоящая романтика. Каждый год под конец ноября Евгений прямо у дома устанавливает праздничную 7-метровую елку. Вокруг нее гости постоянно водят хороводы и поют песни. Оно и понятно, атмосфера такая у этих мест. Энергетика живой природы и воздуха нашей родной Коми-земли. Впереди новогодние праздники, друзья. И вот такие гостевые дома – отличное место, чтобы встретить этот 2017. Отдыхаем в Коми, Тоша. Увидимся, друзья.